Эмомали Рахмон прибыл в Самарканд для участия в заседании ШОС. Россия готова содействовать Кыргызстану и Таджикистану в решении пограничных вопросов. Между Худжандом и Ферганой запустят авиарейс. Армения заявила о достижении мирных договоренностей с Азербайджаном. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 15 сентября прибыл в город Самарканд для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В этой поездке президента сопровождают министры иностранных дел Сираджиддин Мухридин, а также главы других министерств и ведомств. В международном аэропорту Рахмона встретили премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и другие официальные лица, передает пресс-служба президента государства. Затем Рахмон отправился в мемориальный комплекс Хазрати-Хизр, где возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова. В соответствии с повесткой дня саммита главы государств обсудят вопросы дальнейшего углубления многопланового и взаимовыгодного сотрудничества в рамках ШОС, а также обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам. Планируется подписание 28 документов, подготовленных ранее для подписания на 22-м по счету саммите руководителей стран-участниц ШОС. Как заявил «Известия», высокопоставленный осведомленный источник, в ближайшее время ШОС ждет крупная волна расширения за счет арабских стран и государств Юго-Восточной Азии. При этом Эмираты, например, уже попросили сразу принять их в члены организации. Самаркандский саммит ШОС примечателен тем, что это первый очный саммит за последние 3 года. В предыдущие годы саммит проводился в онлайн-формате в связи с пандемией COVID-19. В саммите примут участие лидеры 15 стран. Это стран-участниц Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан, Индия и Узбекистан, стран-наблюдателей Беларусь, Монголия и Иран, а также в качестве приглашенных президенты Туркменистана, Азербайджана, президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган. Российская Федерация готова содействовать Кыргызстану и Таджикистану в решении пограничных вопросов в связи с обострением ситуации на границе двух стран. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, пишет ТАСС. Выражаем готовность к содействию сторонам в выходе на долгосрочное взаимоприемлемое решение пограничных вопросов, используя богатый российскими опыт пограничного размежевания, в том числе с центральноазиатскими соседями, цитирует заявление Марии Захаровой на официальном сайте МИД Российской Федерации. Также, согласно словам Захаровой, Россия призывает обе стороны принять все необходимые меры для возвращения обстановки в политическо-дипломатическое поле и совместного пресечения любого рода провокаций. Напомним, что в результате вчерашней стрельбы в 3 приграничных районах Таджикистана и Кыргызстана погибли 2 таджикских военнослужащих, 11 человек, в том числе 6 пограничников, и 5 местных жителей получили ранения. Между тем, официального подтверждения гибели или ранения таджикских пограничников нет. Официальные власти Таджикистана пока не дали заявления по поводу 2-го и 3-го инцидента на границе. Погранслужба ГКНБ Кыргызстана сообщила о ранении 2 военнослужащих в результате вооруженного инцидента на кыргызско-таджикской границе. В настоящее время ведутся переговоры. Представители Таджикистана и Узбекистана договорились о налаживании прямого авиасообщения между узбекской Ферганой и таджикским Худжандом. Решено также увеличить количество автобусных рейсов между областями. Договоренность достигнута в рамках бизнес-форума деловых кругов Садийской и Ферганских областей, сообщает пресс-служба Хакмията Ферганской области. О времени, когда начнет летать самолет между городами, а также о стоимости авиабилетов пока не сообщается. Напомним, что делегация Ферганской области посетила Сагдийскую область для участия в праздничных мероприятиях ко Дню независимости Таджикистана. В эти дни и состоялись бизнес-форум деловых кругов Сагдийской и Ферганских областей, в рамках которого было подписано 12 соглашений.
Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян сообщил о достижении мирных договоренностей с Азербайджаном. Однако, по его словам, какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Баку, пока не существует. Благодаря вовлеченности международного сообщества удалось достичь договоренности о перемирии с 20:00 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность, сказал секретарь Армен Григорян в эфире общественного телевидения. Днем 14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте сообщил о планах подписать документ, который будет гарантировать его стране прочный мир и безопасность. После этого в Ереване начались протесты. Участники акции выступили против заявления Пашиняна о намерении подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Как сообщает армянское информагентство news.am, родственники погибших во время 44-дневной Второй Карабахской войны военнослужащих вышли к зданию парламента, требуя объявить импичмент главе правительства. Участники акции утверждали, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану и призывали сторонников присоединиться к ним. Позже Пашинян заявил, что его слова исказили и что пока никакие документы с Баку не были подписаны. Сегодня, 15 сентября, ОДКБ для оценки обстановки направит в зону эскалации свою миссию главы с Генсеком. В состав миссии войдут представители стран-участников ОДКБ. Это Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.